Гузель Яхина выпустила очередной роман, который называется «Эшелон на Самарканд», про голод по Волжье в начале 20-х годов. Но не успел роман выйти, как тут же он оскандалился, потому что, как выяснилось, один из самарских исследователей выявил там плагиат. Якобы Гузель Яхина просто кусками воровала его сюжет, его повествование. И даже образы, люди, которые зафиксированы в романе у Гузель Яхиной, они все присутствуют у этого самарского исследователя, значит, эпохи 20-х годов. И он дает несколько таких интересных характеристик, вроде того, что Гузель Яхина описывает там события 23-го года, хотя, как он говорит, в 23-м году уже никаких событий, связанных с Поволжьем, активных не было. На что он отвечает: могла бы хотя бы открыть Википедию, где вся хронология хорошо расписана, но Гузель Яхина как-то так очередной раз очень невнятно ответила. Ну и стало понятно, что лично для меня, что этот проект Гузель Яхиной, он дутый по своей натуре, потому что и по своей сути мы уже неоднократно и на канале Татполит разбирали произведение Гузель Яхиной, значит, про судьбу татарской женщины. Зулейха открывает глаза, сняли известный фильм, вкачали очень много денег, промоутер и так далее, носили ее на руках. Но, как выяснилось, король-то голый. Как я уже говорил не раз и не два, повествование первого ее романа Гузель Яхина и Зулейха открывает глаза, он абсолютно не литературный, он пустой, он прерывистый, по сути говоря, в нем нет стройной линии, художественной ценности там ноль. Понятное дело, что его подняли на щит всевозможные феминистки, потому что, про судьбу женщины, любовь и все такое, любовь, которая преодолевает все преграды, любовь, которая разливается таким красивым любовным нектаром повсюду, по пустыне, и, значит, через 4 года там, как у Маяковского, расцветает город-сад. Да, эти сказки от бабайки, в общем-то, имеют место быть, но это не для серьезной прозы, не для серьезной драмы. Чтобы снимать поэтому серьезный сериал, здесь тоже, честно говоря, у меня очень много вопросов и недоумений. Но что мы должны прежде всего для себя уяснить? Конечно, было большое желание наших элит в том, чтобы заиметь своего писателя, которая творила бы на русском языке, была признана, по крайней мере, в Российской Федерации, а лучше по всему миру, и чтобы с ней носились, как с нашим, не знаю, Тодор Фрейзером или же Кингом и так далее. Но ведь есть хорошие доморощенные писатели, Ильдар Абузяров, тот же Шамиль Идиатуллин, другие люди. Они пишут прекрасные романы, прекрасную прозу, зачитываешься. И у них очень хорошая критика, то есть эти люди получают всевозможные премии, выигрывают на всевозможных конкурсах, но слепая длань судьбы почему-то выбрала Гузель Яхину. Я думаю, что здесь несколько пластов. Во-первых, Гузель Яхина прошла хорошую школу политтехнологии в Москве, она бок о бок трудилась, жила и взаимодействовала с людьми, которые до сих пор определяют культуру и политтренды. Это первое. Второе, Гузель Яхина очень так красиво подходит, влезает в тиски времени, потому что это женщина, которая оторвана от татарских корней, она, по сути говоря, такой стихийный космополит. Ее стихийный космополитизм, он разливается в виде такой сублимации в творчество. Хотя она говорит: я творю, о судьбе татарского народа, но не только я, но и серьезные критики, да и татарские писатели, кстати говоря, не увидели там ничего татарского. Хотя нам могут возразить, и достаточно аргументированно, что не может быть национальная проза, не национальная проза.
Я с этим тоже не согласен, потому что есть немецкая литература, есть французская литература, есть французская поэзия, есть проклятые поэты Франции, есть немецкие поэты, в конце концов, романтики. Кто бы это мог отрицать? Есть русские поэты, да? Есть татарские поэты, которые творили в контексте нации, в контексте эпохи и в контексте тех ментально таких образных восприятий, которые воспроизводила культура их народа. Но Гузель Яхин, она как бы вот на стыке всего этого присутствует. И это, конечно, для публики космополитической, для публики, которая любит такие, по сути говоря, фантазийные нарративы, повествования, очень хорошо легла. Особенно, да простят нас наши женщины, хорошо восприняли женщины. Я не раз слышал упрек в том, что ну вот так нельзя. Гузель Яхина – это наш вот доморощенный писатель, ну давай вот не будем, все-таки это наш. Вот. Но мы не занимаемся таким делом, потому что наш не наш, но если человек делает то, что идет вразрез действительности, то, что, по сути говоря, преподносится как повествование настоящей истории, если бы она сказала, что вот мой роман Зулейха, как говорят, Зулейха, да, хотя Зулейха, открывает глаза. Это художественный вымысел. Тогда мы бы поняли, пожалуйста, вы можете писать там про «Властелина колец» в Арском районе, но она же говорит, что это и есть повествование настоящее. То есть она зацепила тем, что это вот, как написала Улицкая на, значит, обложке этой книги, что-то история любви в аду или что-то такое в центре ада. Но в центр ада она бросила тех людей, которые действительно пережили ГУЛАГ. Я большой ценитель творчества Шаламова. И когда я читал Шаламова, я представлял себе, что это такое. Потому что человек именно пропустил через свои жилы, через свое сердце, через свое восприятие все то, что он пережил в течение 20 лет. Но Гузель Яхина не имеет к этому отношения. Второй ее роман «Дети мои» про поволжских немцев. Когда я увидел сообщение, что она будет писать роман про поволжских немцев, я искренне, скажу вам, посочувствовал нашим братьям-немцам, потому что так, что сделала Гузель Яхина с образами татарского народа, я думаю, то же самое она сделала с образами многострадального немецкого народа. Ну и третье, конечно, вот то, что она писала про голод в Поволжье, там действительно очень много исторических нестыковок, конечно, там историки могут придираться, но вопрос не в этом. В том, что художественное произведение, оно формирует у человека восприятие, представление. Такое представление не формирует, например, фундаментальная монография или научное исследование, потому что простой человек научное исследование не читает, он его не осиливает, и оно не создает у него структуру образов. А вот художественное произведение или художественный фильм создает такое восприятие. Ну, как, например, то, что первое на ум приходит, например, фильм про Александра Невского. Эйзенштейн, по-моему, да, снял, если я не ошибаюсь. Так вот, то, что там заложили, они стали образами, то есть тканью того, что мы знаем об Александре Невском. Там вот эта вот известная фраза, якобы оброненная им, значит, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Но никогда не говорил Александр Невский, может, и говорил, но это не зафиксировано историками. Это просто Эйзенштейн взял из Библии. Да? Ну и много таких. Понятно, что нужно было какими-то сакральными символами его образно растить. Короче, вот у поколений людей уже Александр Невский – это вот этот вот строгий человек с огромным мечом в руках, такой вот испепеляющий взгляд. Вот. Но в действительности Александр Невский там наполовину тюрок, татарин, верой и правду сложил сараю, там, золотой орзе и так далее. То же самое с тем же Иваном Грозным, который также был снят по заказу Сталина. Короче, вот режимы политические, которые являются идеократическими, то есть претендуют на идеологическое воздействие, они делают заказ вот на таких персонажей, которые, ну, составляют вот
идеологическую платформу режима, на которых они опираются, да, в исторической канве. И Гузель Яхина этот тренд уловила очень прекрасно, потому что она, возвращаясь к началу моего монолога, работала с политтехнологами в Москве. Она прекрасно знает, как работает социодинамика, как реагируют власти, что они хотят, что нужно и так далее. То есть прекрасно чувствует эти нити. И она, как я считаю, чисто менеджер, такой вот человек, который умеет заколачивать деньги. Вот я был, например, в Алмате, захожу в книжный магазин несколько лет назад. Там целый стенд, значит, книг за Гузель Яхиной, вот это «Зулейха открывает глаза». Я подозвал администратора, говорю, а неужто вот такая популярность, что целый стенд? Она говорит, нет, выкупили стенд, и вот мы, значит, с этими книжками их оснастили. То есть огромный, серьезный промоушен, деньги вброшены. То есть Гузель Яхина знает, как все это работает. Поэтому я считаю, что Гузель Яхина не имеет отношения к литературе. Гузель Яхина фактически занимается переписыванием исторических планов. Гузель Яхина занимается идеологической диверсией, как бы это громко ни звучало. И Гузель Яхина зарабатывает деньги по-московски большими-большими мазками. Чтобы всерьез рассматривать ее литературу, я думаю, людям просто нужно почитать серьезную, хорошую литературу, и тогда они смогут по достоинству оценить и понять, что это за писанина.